Голубое топливо в доме Фании Хафизовой на вес золота. Плита у ветерана труда работает от газового баллона. После войны в ее дом пришел мир, но без цивилизации. Нет горячей воды, да еще и перебои с отоплением зимой. Даже не зная, что делать. Трубы чуть согревали зимой, постоянно топила печку дровами. Это юбилейные медали, которые получила 85-летняя ветеран уже после войны. Но и они не помогли ей добиться газификации в доме. К зиме готовится заранее. И каждый месяц закупает дрова. Как во время войны. Запасается впрок. Дрова привозят на машине, так их продают. Оставляешь деньги с пенсии. Она у меня 11 тысяч рублей в месяц. Когда мы здесь дом покупали, нам сказали бывшие хозяева, что здесь будет газ, проведут, ждите, скоро будет. Это было в 99-м году. А сейчас уже 17 лет прошло. Проблема с газификацией по всей улице Юбилейной поселка Джалиль. Здесь 15 домов, десятки семей. У Натальи есть 7 детей. И каждый баллон пропана или газа как живительный воздух, который забирает часть бюджета. Надежда на газ была в 2014-м, но и она улетучилась. Что будет на следующий год газ. И вот так нет пока еще все. Все, что только обещают, на обещаниях. Администрация поселка пока только обнадеживает. Документы, которые должны зажечь голубое топливо в домах, сейчас в работе. По фонду газификации мы уже все проекты сдали с нашей стороны. Все находится, все это проектирование находится в фонде газификации в данный момент. Ближайший 2018, возможно, принесет на юбилейную газ. Это по оптимистичным прогнозам. Пока же ветерану труда остается ждать, когда в ее дом придет цивилизация. Елена Веселова, Альбина Минибаева, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Сармановский район.